Это «Крым Реалии», программа о том, как живет оккупированный Крым. Я Дмитрий Евчин. С севера Крыма эвакуировали детей. Без повязки в школу никак не повезли. Репортаж из сел, которые накрыло кислотное облако. Сколько химических отходов сливает крымский «Титан» в Херсонской области? Крымский «Титан». Крымский «Титан» на территории Херсонской области размещал отходы, класс которых отличается от того, который они декларировали в документах. Які вони декларували в документах. День знаний в Крыму. Куда исчезли украинские и крымско-татарские школы? Сегодня мы приветствуем нашу особенную гордость – кадетские классы пограничных войск России. Из Армянска эвакуировали несколько тысяч детей. Перевезли в оздоровительные лагеря подальше от зоны экологического бедствия. В школах города объявили двухнедельные каникулы. Оккупационные власти Крыма предупредили об опасных кислотных дождях. Как живет Армянск после ядовитых выбросов завода «Титан», знают мои коллеги. Армянск. Больше 2 недель назад в городе заговорили о техногенной катастрофе. Детские площадки опустели. На улицах только взрослые, большинство в масках. Их раздают волонтеры, разбирают вмиг. Очень много берут. У нас за час весь парк уже ушел масок. Люди подходят, интересуются, как необходимо пользоваться масками. Много знакомых, которые выехали из города, поэтому есть некая тревожность, то, что мы здесь находимся. Отсюда вывезли почти 3000 детей. Студентов оставили. Занятия не отменили. Малышей вывозили 2 дня подряд. Назвать это эвакуацией чиновники наотрез отказались. Детям, мол, просто продлили каникулы. В предупредительных целях, для того, чтобы выработать все алгоритмы действий, принято решение всех детей города Армянска, школьного, дошкольного возраста, дошкольного с мамами, в данном случае объявить каникулы и отправить отдыхать в наши крымские санатории. Подконтрольные России СМИ рассказывают, что дети рады таким каникулам. Дети счастливы, родители заняты сборами. После заявления главы республики о введении внеплановых каникул для школьников и дошколят, родители ринулись за своими чадами. Родители не так оптимистичны. Без повязки в школу никак не повезли. Только так. Нос щипит, рот. Я говорю, Тимур, еще носовой платочек. Он идет, приходит в школу, и только в школе он снял. Эвакуации из города часть детей ждала до сумерек. Не хватало автобусов. Самых маленьких почему-то вывезли намного позже, чем старших школьников. 2 года, вон 1,5 года дети, представляете, еще и школьники, первоши. Почему отправляют первоклассников в последнюю очередь и тех, кто находится в садике, вообще непонятно. Крымские СМИ показывают условия размещения. Чистые палаты, красивые столовые. Дети уже учатся в санатории. В соцсетях выкладывают противоположное. Грязь, облезлые стены, порванные матрасы. В такие условия попали как минимум несколько десятков семей с маленькими детьми. Мы уехали от химии, а приехали в номера с тараканами, пылью, грязью, мусором, облеванными стенами. Не говоря уже о постельном белье, состоянии мебели и комнаты в целом. Радует, что постельное взяли. Неужели мы заслуживаем такого отношения к себе? Я благодарна за возможность уехать из города, что и сделала. Но то, куда нас привезли, ужас просто. Город Саки, голубая волна. Номера ужасные, розетки не работают. Вода горячая раз в сутки с 8 до 10. Балконы, как в концлагерях, забиты гвоздями. После резонанса в соцсетях часть женщин с малышами переселили в другие здравницы. Некоторые, недовольные условиями, вернулись домой. Есть и те, кто уезжать отказался сразу. Мы отказались, да, по причине, что я сама с 3 детками не справлюсь. Да. В аптеках Армянска бешеный спрос на маски. Разбирают быстро, поэтому их постоянно подвозят. Каждый второй жалуется на одни и те же симптомы, говорит провизор. Но очередей нет, люди постоянно потоком идут. Высыпание, слезотечение, язвочки в носу, обжигает все. Я сама с Красноперекопска, там воздух якобы получше кажется. А здесь приехала на работу, печет в горле, в носу. А это уже аптека в Красноперекопске. Тут тоже разметают маски и лекарства, хотя здесь ситуация намного легче, чем в Армянске. Разбирают все. Абсолютно. Все, что есть. Любые сорбенты, уголь, полисор, самые дорогие даже, не стесняясь. Паника присутствует, но лично в Красноперекопске я оснований для нее не увидела. Здесь вроде бы чистый воздух.
На улицах Армянска мы увидели, как продают квас, женщины торгуют овощами и фруктами. Местным жаль выбрасывать свой урожай. А я его ела и сок варю. И вчера принесла яблок, насобирала. Я их промываю несколько раз. И сварю, а что, выбрасывать? Чему в этого не миновать? Можно не от этого умереть, что я съем вот яблоко там или что. Те, кто осторожнее, покупают продукты в соседних регионах. Все, что запаковано, и выезжаем иногда в ближайшую местность, там, например, в Раздольнинский район. В Красноперекопске, опять же, не такая ситуация. Листья на деревьях коричневые и усохшие. Такого в сентябре местные коммунальщики не видели. В это время еще вообще-то у нас зелено. В этом году, извините, самые крепкие вот деревья остались. А плодовые они уже все опали. На полях высох урожай. Фермеры потеряли тонны овощей. Вот это все поле за сутки высохло. Вчера оно было идеально зеленым. Вот так выглядит виноград. Весь покрыт налетом. Ну, не знаю, виноград можно, нельзя вино с него делать. А кушать, мне кажется, его нельзя. Пробую языком, оно кислое какое-то сверху. Из-за химической реакции ломается бытовая техника. Сегодня, в 6:30 холодильник полетел. Позавчера, дня 3 назад, этот телевизор полетел. На свой страх и риск мы тут живем. Вообще-то я с Горловки от войны ушла, в химическую атаку пришла. Линии электропередач тоже разъедает кислота, поэтому в Армянске перебои со светом. На всем севере Крыма веерные отключения. Линии пытаются очищать. Дороги в Армянске поливают водой. Обещанных синоптиками дождей по всему Крыму ждали и с надеждой, и со страхом. Принесут ли облегчение, не будут ли кислотными? Во время первых осадков люди начали проверять лужи содой. Она нейтрализует серную кислоту. Реакция происходит с характерным шипением. Вот что вышло в Армянске. Пошла. Но это не дождь. Ну да, скорее всего, это то, что в земле было, еще прореагировало. А это такая же проверка в Красноперекопске. Никакого шипения вообще нет. Значит, в Красном все хорошо. Вот, провели эксперимент. Сода не шипит в Красноперекопске. На трассе между этими городами лужи почему-то молочного цвета. Такие же пятна видели в Ялте и Симферополе. Симферопольцы тоже самостоятельно измеряли уровень кислотности. Превышений не было. Это подтверждали местные ученые. А вот почему река Салгир в крымской столице покрылась белой пеной, объяснений пока что никто не дал. Александра Славина, Владимир Нестайко для Крым Реалии. От химического загрязнения страдает не только север Крыма, но и села по эту сторону админграницы. Жители сел в Херсонской области жалуются на головную боль, постоянный кашель и заболевания кожи. Местные власти подготовились к худшему – эвакуации из районов, граничащих с Крымом. Как завод на оккупированном полуострове травит юг Украины и чем это грозит? Крым Реалии проинспектировали пострадавшие регионы. Вот такие все велосипеды, все. У мамы Ани новый велосипед, и он тоже весь такой. Это от кислоты? От кислоты. От кислоты. От завода вонючего. Отсюда до завода «Титан» меньше 2 километров. От выбросов серной кислоты в Преображенке Херсонской области поржавело все металлическое. Ограда, сточные трубы и спутниковые антенны на крышах домов. На улицах пожелтели каштаны, а во дворах урожай. Местные жалуются на ухудшение самочувствия. Болит голова, поднимается давление, и самое паршивое – болит горло. Уже около 2 десятков человек обратилось по поводу того, что обостряется бронхолегочное заболевание, кожное заболевание, поскольку жара, люди работают на пригородных, на приусадебных участках, так сказать, ноги оголяются, и туловище, и получается такой дерматит. Похожая ситуация в соседней Первоконстантиновке. Это село тоже накрыл едкий налет. Краска облезла на заборе, запах был очень вонючий, птица дома плохо ходит, каштаны погорели. Несмотря на заметное загрязнение, жители Первоконстантиновки по домам не прячутся, просто жалуются на вонь. Вонь такая
Вонь такая неприятная, запах серы. Могла и голова болеть от этого, и температура могла подняться. Ощущается, что это кислота. Почему? Я работал на кислоте прямо в цехе, поэтому запах этой кислоты хорошо знаю. Знаю хорошо. Загрязнение воздуха в Херсонской области, недалеко от Крыма, зафиксировали пограничники. Этот прибор работает как сигнализатор. Он сигнализирует, что есть токсичные вещества в воздухе. Токсичные вещества не могут быть безопасными, однозначно. Военнослужащие Херсонского пограничного отряда за последние 3 дня зафиксировали 7 случаев выбросов ядовитых веществ в воздух. Выбросы титана отравили воду в Первоконстантиновке. Экспертиза подтвердила превышение содержания хлорида в воде. Сейчас экологи исследуют грунт, однако результатов нужно ждать минимум 2 недели. В Херсонскую область проверкой срочно прибыла межведомственная рабочая группа. Специалисты взяли забор анализов из отстойников титана и осмотрели озеро Севаш, по которому проходит админграница. Обмелевший берег этого водоема украинские военные заминировали. Базы отдыха в Геническе уже подготовили к эвакуации детей из пострадавших районов. Если нам придется эвакуировать наших детей, то для этого мощности есть. Мы сегодня готовы принимать из Крыма пострадавших от этих выбросов, оказывать им медицинскую и реабилитационную помощь. Как титан, расположенный в Крыму, загрязняет Херсонскую область. Видно на вот этой карте. Предприятие работает на оккупированном полуострове, но часть отходов сливает в Херсонской области. Именно здесь расположены отстойники для отработанных химических веществ. Завод «Титан». Завод «Титан», он находится с правой стороны, слева у нас находятся накопители. Это все сброс и все, что к нам попадает от «Титана». Вячеслав издалека показывает, где сливают отходы химического производства. Он работал на «Титане» слесарем, уволился в 2017-м. После аннексии, как и другие рабочие, ежедневно ездил через админграницу на работу. Завод «Крымский титан» до сих пор принадлежит компании групп ДФ Дмитрия Фирташа. После аннексии Крыма украинский бизнесмен передал «Титан» в аренду российской компании «Титановые инвестиции». Это российское предприятие основала кипрская фирма «Летан Investment Limited». Но одновременно на эту же кипрскую фирму зарегистрирована и сама группа ДФ Дмитрия Фирташа. Мы направили запрос в группу ДФ, спросили, как «Титан» работает после аннексии и как контролирует свои отстойники. В компании увидели в нашем вопросе политику. Сейчас вопросы работы любых активов в Крыму излишне политизированная тема, а политику мы не комментируем, согласно нашим информационным правилам. За аренду земли в Херсонской области «Крымский титан» платит деньги. Вот документ, который это подтверждает. Договор с Чаплынской райгосадминистрацией заключен в 2007 году и рассчитан на 49 лет. Даже после аннексии Крыма «Титан» через посредника платит за аренду земли. Последние данные за 16-17 год. Это порядка 1 100 000 1 200 000 в год они оплачивают. До сих пор платят общинам Чаплинской и Григорьевской за аренду этих земель. Но платить экологический налог Украине «Крымский титан» отказывается. Деньги не поступают уже 3 года, но отходы в Херсонскую область сливаются регулярно. В прошлом году открыто уголовное производство. Крымский титан на территории Херсонской области размещал отходы, класс которых отличается от того, который они декларировали в документах. А на самом деле сбрасывали отходы совсем другие, в которых тариф намного выше. И недоплата в бюджет была тоже намного выше. В прошлом году Росприроднадзор оштрафовал «Титан» на 230 миллионов рублей. Это почти 100 миллионов гривен за недостоверную информацию о выбросах. Сколько отходов «Титан» сливает в украинскую землю, точно неизвестно. С 2014-го руководство завода не предоставляет такой информации украинским властям. Игорь Токарь, Дмитрий Евчин, Никита Исайко. Крым Реалии. Контрольные пункты Каланчак и Чаплынка на админгранице с Крымом
остановили свою работу. В Госпогранслужбе говорят, временно, пока не улучшится экологическая ситуация в Херсонской области. Посмотрите на фото, в каких условиях работали пограничники. Ржавчина покрыла сам пункт пропуска, оружие военных въелось в руки. В случае крайней необходимости контрольный пункт все-таки будет нести службу. Знают ли крымчане, что происходит на севере полуострова и почему эвакуировали детей? Ведь уже ходят слухи, что экологическая катастрофа – это последствия испытания химического оружия. Мы опросили местных жителей. Знаете ли вы, что произошло на севере Крыма? Ну, авария на заводе. Боитесь ли теперь, что придет в Симферополь? Нет. Пронесет, может быть. Там приняты все меры, все исправится, все будет нормально, не переживайте. Очень грустно, очень, потому что в свое время, это ж, наверное, не за 5 минут вода исчезла, контроля нет. Страшно за детей, за внуков, конечно, но я думаю, что не настолько такая уж большая катастрофа. Все-таки не Чернобыль, дай бог, но неприятно. Я просто работаю в такой службе, которая тоже наши рабочие туда, работники, вернее, сотрудники ездят, берут замеры, и поэтому я знаю, что это не очень приятно. Знаю в армянских выброс, ну что. Я уверена, что власти сделают все возможное, чтобы все у нас было нормально. Запрет на родной язык. Бывшая украинская гимназия в Крыму уже 4 года не открывает классы, где бы преподавали на украинском языке. Как учатся крымчане, которые видят свое будущее в Украине, узнавали мои коллеги. Девочки в форме в советском стиле, пакеты с надписью «Лакшери» и гимн России. Это первый звонок в Севастополе. Директор приветствует классы и их шефов – пограничные войска России. Сегодня мы приветствуем нашу особенную гордость – кадетские классы пограничных войск России. Теперь у нас их 3. 5А, 7А и 8А. Первый звонок в Севастополе не увидела Ангелина. Ей 9, и она не ходит в школу. Потому что в 2015 году, когда девочка должна была пойти в 1 класс, в школах родного города уже не изучали украинский. Почему Ангелина не учится в Севастополе? Потому что там нет места украинскому языку, а нам он нужен не только на кухне говорить друг с другом. Ангелина выступает едва ли не на каждом большом празднике в Севастополе. Вот как ее упрекали за украинский язык в этом году на Пасху. Заставляют тебя на украинском. Ну, говори. Ангелина, они потом поймут, что они делают. Этот ребенок учится в Украине. Мать принципиально перевела дочь учиться на экстернат. Сама уволилась из Малой академии наук в Севастополе, где преподавала украинский. О своем выборе не жалеет. Кто-то пытался переучиться, кто-то пошел в филологи русского языка, а кто-то преподавал другие дисциплины. Но, насколько мне известно, вскоре мои коллеги были уволены. По разным причинам. В основном это вытеснение. А это бывшая украинская гимназия в Симферополе. В 2004-м ее лично открывал президент Украины Леонид Кучма. До аннексии все предметы здесь преподавали на украинском. Учились в школе около 800 детей. Теперь здесь только несколько украинских классов. Это меньше, чем 90 учеников. Но они все изучают украинский язык, общаются, мы играем на бандурах. В 2014 году в украинский класс взяли 2 десятка первоклашек. После этого набор отменили. Зато стали создавать классы кадетов. Гимназия равняется равнение на флаге. До аннексии в Крыму работали более 400 школ с русским языком обучения и 7 с украинским. Это информация Укрстата. Сейчас ни одна школа на полуострове не преподает все предметы на украинском. С образованием на родном языке на полуострове все в порядке, рассказывает европейским журналистам российский омбудсмен Крыма. Мол, кто хочет, учится на украинском, кто хочет – на крымско-татарском. Преподавание и изучение крымско-татарского и украинского языков осуществляется в образовательных организациях на основании заявления родителей.
Абсолютно всем желающим предоставляется возможность обучаться на крымско-татарском либо украинском языке. Крымско-татарских школ на полуострове 16, но преподают там как на крымско-татарском, так и на русском. Об этом сообщает активист Эмине Авамилева. Национальные классы в обычных школах директора открывают неохотно. В конце августа родители с юристом записали такой разговор с администрацией школы в Севастополе. В мае месяце не было заявления. Сейчас вы приходите, когда госзадания на вторые полгода уже тоже утверждены, вы заявляете об открытии национального класса. А это и есть госзадание. У нас денег нет по школе. Министр образования Украины уверена, что будущего у крымско-татарского и украинского на оккупированном полуострове нет. Сокращается, сокращается и сокращается. Просто вытравливают все украинское. Крымским татарам гарантируют национальные классы на подконтрольных территориях. Всем, без исключения школьникам из Крыма, бесплатное обучение в экстернате в любой школе и дистанционное изучение украинского языка и истории. Более того, для крымчан действуют упрощенные условия поступления в украинские вузы. Мы увеличили количество дистанционных курсов обучения для детей с оккупированных территорий, где они могут дистанционно учить украинский язык и историю. Мы также упростили способ получения украинского аттестата о среднем образовании, чтобы потом дети могли учиться в наших профессионально-технических или высших учебных заведениях. Ангелина уже выбрала место, где будет дальше получать образование. Это музыкальная школа-интернат имени Лысенко в Киеве. Чтобы поступить туда, девочке нужно догнать сверстников по музыкальным предметам. С вокалом у нее и так все хорошо. Годину щасливу і в радості вмить, любіть годину негоди. Александр Шевченко, Владимир Паутов, Никита Исайко для Крым Реалии. – 122-й день продолжается голодовка Олега Сенцова. Петиция Белого дома в поддержку украинского режиссера таки набрала необходимые 100 тысяч подписей. Их даже больше. И теперь американские власти должны отреагировать на этот документ. Подписать петицию агитировали известные украинские актеры, певцы и спортсмены. Свое видео распространяли в соцсетях. Посмотрите эти ролики. В тюрьмах должны сидеть бандиты, которые забирают чужую жизнь. Забирают чужую свободу. Свободу Олегу Сенцову. Я знаходжусь на березі Чорного моря. За моєю спиною Крим, а там місто Сімферополь, де 4 роки тому за свої переконання був затриманий Олег Сенцов. Це відео до тебе з проханням підписати петицію до Білого дому на звільнення українського режисера Олега Сенцова і більш ніж 70 ще українських політичних бранців. Я хочу зробити все можливе, щоб врятувати Олега Сенцова з російської колонії. Для цього я підписала петицію на сайті Білого дому США і прошу тебе зробити те саме. Твій голос дуже важливий. Підпиши петицію сьогодні. Не будьте байдужими. Ваш голос дуже важливий для збереження життя нашого громадянина Олега Сенцова. Я підписала петицію. Підпиши і ти. Будьте добрі, знайдіть 2 хвилини для того, щоб хлопці могли вийти на волю. Український кінорежисер Олег Сенцов повинен сидіти не в російській в'язниці, а в режисерському кріслі на знімальному майданчику. Підпиши і ти. Нам не вистачає саме твого голосу. Save Олег Сенцов. Sign petition. Это была программа «Крым Реалии». Мы показываем, что происходит в аннексированном Крыму. Смотрите нас в YouTube и соцсетях. До встречи через неделю.